ингушских легенд говорится, что однажды во время осады башни ингушская женщина спасла младенцев, перетаскивая люльки с малышами по канатной лестнице из башни в башню, и таким образом спасла самое светлое будущее детей. Подвесные люльки существовали в обиходе и у европейцев, а вот аналога национальной люльки ага не существует. Первое укладывание в люльку проходило словно необычное посвящение и для самого ребенка, и для его родителей. Как только ребенку исполнялось 2 недели, его родные устраивали праздник укладывания малыша в люльку. Для этого мероприятия специально резали скот, созывали гостей и читали священный мавлид, что и сохранилось по сей день. Среди многочисленной родни выбирали достойного. Считалось, что ребенок примет черты характера того, кто первым уложит малыша в люльку. Почему вы отдали предпочтение именно ингушской люльке? Во-первых, это наша национальная люлька, она очень удобная, наши предки ее использовали. И в ней ребенок действительно отдыхает, успокаивается. И для матери это очень удобно. Плотно запеленав и немножко покачав, ребенок быстро успокаивается, и можно идти по своим делам. Наши бабушки и мамы знали толк в воспитании своих детей и прежде всего заботились о здоровье малышей, хотя и не имели специального медицинского обучения. Наши предки были всегда мудрыми и изобрели люльку, в которой укладывают 2 матраса. Первый матрас наполняют соломой, так как она должна быть очень твердой, для того, чтобы позвоночник ребенка не искривлялся. Второй матрас наполнялся шерстью, так как говорится, что шерсть оберегает от воспаления или считают лечебной. Кроме того, люлька всегда должна была быть накрыта. У ингушей существовало поверье, что если качать люльку пустой, можно накликать беду. Сегодня молодые мамы вновь возвращаются к бабушкиным методам пеленания детей. Ребенка закладывают в плотную ткань, укладывают ребенка в люльку без особых украшений и напевают сладкую национальную колыбельную.